Начинаешь рабочую часть нашего мероприятия, наших молодежных диалогов. Наверное, так и право открыть рабочую часть нашего сегодняшнего мероприятия я предоставил бы нашей обаятельной Зоя Кретова, Биом. Зоя, доброе утро. Смотрите, как мы вас приветствуем. Зоя, но вместе со всем я хотел бы еще и предупредить о формате мероприятия. Супер. Я хотел бы вместе с этой замечательной презентацией представить формат сегодняшнего мероприятия. Есть ваша презентация, но если будут вопросы, то мы их не обходим стороной. Окей, все. У вас есть 10 минут. Доброе утро, уважаемые участники! Мы очень рады приветствовать вас на данном мероприятии. Первый раз в этом году мы собрались воочию, офлайн. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее мероприятие останется у вас в памяти, оно вызовет у вас желание сохранять нашу планету. Ну, а вам сейчас я хочу немножко где-то грустных, где-то интересных фактов рассказать о том, как же все-таки происходит изменение климата с научной точки зрения и чем это чревато. А где мой кликер? Это важный вопрос. Итак, первый вопрос. Я не знаю, у нас есть аудитория? Микрофон. Я есть. Ребят, два человека буквально. Расскажите простыми словами, чем погода, на ваш взгляд, отличается от климата? Потому что на самом деле очень часто эти понятия путают. Ну, пожалуйста, давайте. Амар, где у нас Амар? Давайте. Ну, погода – это температура воздуха сегодняшняя, прогноз погоды, тепло, холодно. А климат – это более масштабное явление, которое отражается именно на таких макроэкономических показателях, сельское хозяйство. От этого, наши ледники можно отнести к компоненту климата, и что-то так. Амар, я думаю, в следующий раз должны вы выступать вместо меня. Ой, спасибо большое. Отличный ответ, спасибо большое. Второй участник нам уже не требуется. Итак, абсолютно верно. Прежде всего, погода – это состояние атмосферы в данное время, в данной точке земного шара. То есть, что мы все видим за окном, просыпаясь утром. И каждый из нас очень сильно зависит от погоды. Нам даже это это привычное состояние, но мы даже не понимаем, что не только наша жизнь, абсолютно вся жизнедеятельность человечества зависит от погоды. Даже у Михаэля Шумахера когда-то был личный метеоролог в его штате, который предсказывал ему, что же ожидается в ближайшие дни, для того, чтобы правильно выбрать шины. Вот даже такой банальный пример. Итак, а климат – это уже усредненное состояние погодных условий за определенный период времени. Чаще всего это 30 лет. Простыми словами, если на каждом из нас, опять же, привести какой-то пример, то есть все то, что мы имеем у себя в шифонере, вот это и есть, так скажем, навязывание климатических условий, в которых мы живем. А то, что как нам одеваться ежедневно, нам диктует погода. Так дальше. Как мы воздействуем на климат? Может быть, еще кто-то поможет? Снова Амар. Амар. А можно сразу ему приз за то, что он такой активный? Не, на самом деле, подключайтесь, пожалуйста, здесь формально все, здесь все свои. Как мы воздействуем на климат? Как мы уже отметили, каждый человек влияет
на климат своими привычками вредными, потребительскими. Более того, мы, молодежь, открываем сейчас, хотим открыть наш бизнес, хотим открыть там свои производства, но мы также воздействуем на климат. И я думаю, нам сейчас расскажут более точно, как мы воздействуем на него. Отличный ответ, спасибо большое. Итак, прежде всего, в своей деятельности каждый из нас воздействует на так называемый парниковый эффект, на увеличение содержания парниковых газов в атмосфере, которые примерно как стекло в парнике пропускают тепло, но препятствуют отраженному теплу уходить обратно в атмосферу. И как раз-таки наша деятельность, сжигание углеводородного топлива, уничтожение лесов и так далее, на образ жизни, естественно, воздействует на увеличение вот этих вредных парниковых газов, к которым относятся, значит, естественно, всем известный водяной пар. Кстати, это самый большой углекислый газ, парниковый газ. Это углекислый газ, это метан и другие. И как же эти газы работают? На природный вот этот парниковый эффект в большей степени, естественно, воздействует вот тот самый водяной пар, которого в атмосфере больше всего. На него приходится 33 градуса в процессе нагревания нашей атмосферы. На углекислый газ отводится 2 градуса. Вот эти и есть два вот тех самых критических градуса, на которые мы можем с вами воздействовать. Ну и вклад, конечно, других газов есть, но он минимальный. А вот если бы у нас не было вот этого парникового эффекта, то температура земной поверхности была бы не плюс 15 градусов, а минус 18. И нам тогда было бы с вами немножко прохладно жить. Поэтому, слава богу, что они есть. В своей деятельности человек больше всего выбрасывает парниковых газов в энергетическом секторе. Ну, это, я думаю, и так понятно, потому что мы сжигаем углеводородное топливо. На транспорт, который также в нашей стране, в том числе в Бишкеке, приходится очень большое количество выхлопных газов и парниковых газов, и загрязняющих веществ, приходится на транспорт. В глобальном контексте это 14%. Ребят, сегодня будет Kahoot, сегодня мы будем определять лучшего из вас, поэтому запоминаем цифры и факты. Это так, на всякий случай. Но еще проблема у этих парниковых газов состоит в том, что они довольно-таки живучие. То, что выброшено в атмосферу 30-40 лет назад, уже сохраняется в ней, сохраняется и будет сохраняться в ближайшие десятилетия, и некоторые газы будут сохраняться на протяжении тысячелетий. Поэтому вот в этом и есть опасность этих самых антропогенных парниковых газов. Ну и вот, наверное, в принципе, то, для чего я здесь стою. Это о глобальных и национальных условиях, не условиях, а следствиях изменения климата. Вот такой, на первый взгляд, сложная графика представлена, но благодаря цветовой окраске вы можете понять, что, как у нас меняется температура в планетарном масштабе. Наибольшая скорость потепления, наибольшие вот эти опасные уже потепления климата отмечается с середины 70-х годов. И каждое последующее десятилетие, оно жарче предыдущего. Например, 2016, 2019 и 2020 годы были самыми жаркими за всю историю метеорологических наблюдений. И тогда температура была порядка 1,1-1,2 градуса выше доиндустриального периода. Хочу отметить, что доиндустриальный период – это конец 19 века. То есть мы сравниваем не с тем, что сейчас происходит, например, а то, что было, когда у нас не было такого активного развития промышленности. Но скорость, климат, он менялся всегда. Температура, она повышалась, периодически понижалась. Но опять же, хочется отметить вот именно человеческий вклад в этот процесс. С момента усиления, развития промышленности, именно вот этот вклад в концентрацию парниковых газов сказывается на том, что скорость повышается очень быстро. И в земном шаре, в целом на земном шаре температура растет со скоростью 0,2 градуса каждые 10 лет. В странах СНГ
гораздо быстрее, 0,45 градусов за каждые 10 лет. В Кыргызстане примерно как в целом в мире, на 0,23 градуса. Кстати, если говорить о центральноазиатском регионе, то самыми, наверное, самые быстрые темпы отмечаются в странах, расположенных вниз по течению наших рек. Это Узбекистан, Туркменистан, Казахстан. Мы как-то более или менее, наши климатические изменения сглажены расположением вот в горных массивах. Нас горы на самом деле спасают. На климат в целом в Кыргызстане влияет, конечно же, расположение в центре материка, да, потому что мы расположены вдали от значительных водных объектов. Также, конечно, то, что мы расположены в низких широтах, тем самым обуславливается большой приход солнечной радиации. То есть мы имеем много солнечных дней в году и, опять же, очень хороший потенциал для развития возобновляемых источников энергии с использованием солнечной энергии. И, конечно же, это рельеф местности, который обуславливает очень большое разнообразие микроклиматических условий. Вы все знаете большую разницу между климатом, например, города Бишкек и, например, Иссыкуля. Или, например, даже далеко не надо ходить, уедьте на 40 километров в горы, и вы почувствуете гораздо другие климатические условия. Так сложилось, что и климат, он как бы идет вместе с рельефом, как я уже сказала, да, и в целом, вот если говорить о климатических условиях Кыргызстана, то он определяется именно рельефом. И большая часть населения страны проживает в долино-предгорной области. Кроме долины предгорной области у нас еще есть среднегорная зона, и высокогорная, и Невальный пояс. Невальный пояс – это зона вечных ледников. Но это так, немножко теории, я быстро пробегусь. Осадки в стране у нас распределяются крайне неравномерно. Максимум осадков у нас отмечается в Джалабадской области, так, на западных склонах Ферганского хребта. Эту презентацию каждый из вас получит и сможет очень досконально изучить при желании. И что тоже хотелось бы отметить, что, опять же, большая часть населения проживает в самых теплых точках Кыргызстана, да, то есть вот в этом долино-предгорной зоне. Я не зря на этом останавливаюсь, потому что дальше мы будем говорить именно об изменении климата в контексте городов. Итак, как меняется температура воздуха? Если в мире рост температуры наиболее быстро отмечается с середины 70-х, то в Кыргызстан вот это потепление пришло на 20 лет позже. У нас с середины 90-х годов отмечается уже устойчивое такое повышение среднегодовой температуры воздуха. Если говорить о сезонах года, то, опять же, рост не одинаковый. И самым жарким сезоном, не то что жарким, а быстро нагревающимся сезоном у нас является весна. То есть начиная где-то с 2000-х годов у нас весна аномально жаркая. В целом по Кыргызстану, опять же, вот о чем я говорила, почему я хочу сделать акцент на городах, что именно в городах у нас температура растет наибольшими темпами. Но это не только такая уникальная особенность Кыргызстана. В целом во всем мире в городах температура растет очень быстро. То есть человек воздействует на процесс потепления климата не только выбросами, да, парниковых газов и усиливая вот этот природный эффект, а также изменяя свою окружающую среду. Так скажем, бетон, асфальт, здания, которые мешают естественному проветриванию, вырубка зеленых насаждений и так далее, нагревает нашу с вами окружающую среду, изменяя наш микроклимат. И вот самые горячие точки нашей страны – это Бишкек, это Джалабад, это Ош, и в Таласе есть такой город Кызыладыр. Вот это точки, где более всего отмечается повышение температуры воздуха. Как я говорила, самые быстрые темпы повышения температуры у нас отмечаются в весенний период, а если рассматривать в месячном рассмотрении, то самым жарким у нас становится март. В этом году март нас, так скажем, немножечко вернул в прошлые климатические условия. Буквально 15 лет назад вот такой март, который был в этом году, он был нормальным. Просто последние 15 лет нас погода вот так вот, с одной стороны баловала, с другой стороны она нам давала определенный урок. То есть в этом году в Бишкеке была температура 6 градусов, а по норме она 6,2. То есть март был в норме. Что будет в дальнейшем? Я думаю, что это был такой единичный случай. В дальнейшем у нас все так же, опять же, будет аномально теплеть.
И на этом графике вот вы можете увидеть, как в целом по стране меняется температура. Вот опять же, с какой скоростью вырывается вперед март. А, кстати, в декабре становится немножко прохладнее. То есть меняется вот этот вот, знаете, ну, наверное, каждый из вас знает, что такое крещенские морозы, да? Когда у нас в январе очень холодно. А теперь у нас холодно, более холодно становится в декабре. А в январе у нас температура просто растет, и крещенские морозы мы отменяем. Осадки это очень интересная величина, которая характеризуется очень большой изменчивостью. Изменчивостью территориальной, изменчивостью годовой, сезонной. Из года в год мы имеем очень большое, значит, у нас отмечаются циклы засухи, сменяемые циклами переувлажнения. Вот, например, последние 4 года у нас отмечается недобор осадков. Мы все знаем про Тутагульское водохранилище. Это прямое следствие недобора осадков. И, ну, как я уже говорила, они меняются очень разнообразно по территории страны. Наиболее, наверное, яркие повышения, хотелось бы отметить, что у нас в феврале, на самом деле, осадки растут. Например, в весенние периоды в некоторых районах осадков становится гораздо меньше. Зоя. Но очень важно, я быстро, я вижу. У нас есть такой очень важный параметр, который влияет на жизнедеятельность каждого из нас. У нас увеличиваются тепловые стрессы. Тепловые стрессы, которые обусловлены тем, что у нас становится аномально жарко летом. У нас повышаются волны жары, у нас увеличивается количество дней с высокими температурами. И опять же, эта тенденция характерна для крупных городов Кыргызстана. Если раньше у нас в Бишкеке, например, за лето отмечалось 1-2 случая с циклами жары, то сейчас их около 7. То есть порядка 1 месяца мы имеем аномально высокую температуру, когда нам всем хочется сбежать из города Бишкек куда-нибудь подальше. Естественно, все вот эти климатические факторы, они влияют прямым образом на увеличение стихийных бедствий, на увеличение лавин, оползней, селей, паводков, на увеличение засухи, потому что растет температура, соответственно, увеличивается испарение. Климат становится более аридный. То есть не гумидный, а аридный. Повышается засушливость. Это самое катастрофическое последствие для климата в Кыргызстане. Вкратце, да, вот такие основные выводы, которые вот хочется, чтобы каждый из вас запомнил. Да, то есть наибольшее повышение температуры у нас отмечается в городах. Быстрыми темпами у нас теплеет весна и март. У нас увеличивается количество жарких дней и тепловые стрессы. Вместо снега идет дождь, ну это понятно, мы все это видим. И, как я уже говорила, климат становится более засушливый, но в горных районах у нас осадков выпадает больше, что провоцирует, опять же, лавины, оползни и паводки. Что же нас ждет в ближайшие 30 лет? В ближайшие 30 лет по оптимистичным сценариям, по оптимистичным прогнозам температура будет продолжаться на уровне 1,5 градусов, то есть на 1,5 градуса повысится температура. По пессимистичному сценарию рост составит около 2 градусов, то есть температура продолжит расти. И вот, наверное, мой самый легкий пример, самый любимый пример, когда вот каждый из вас может понять, что такое климат, все-таки на графике, да, это годовая температура за разные 3 климатических периода. Вы видите, что в Бишкеке раньше температура была 10, дальше ближе к 11, дальше ближе к 12. На ближайшие 30 лет по оптимистичному прогнозу она будет 12,5, по пессимистичному 13,5. А это современный город Джалалабада. В Джалалабаде у нас субтропический климат, который обусловлен. Там очень жаркая температура, он очень сухой. То есть в Бишкеке скоро у нас вот Джалалабад, он как бы к нам по климатическим условиям переедет. Это, в принципе, все. Я очень извиняюсь, что я немножко затянула, но просто очень было много фактов, которые хотелось рассказать.